В завершении выпуска в Ленске продолжают создавать все условия для всестороннего развития детей. С момента передачи Дома культуры и юности существующему Центру дополнительного образования СРГ открылись новые направления, в том числе кружок игры на хомусе. Сколько детей учатся играть на национальном музыкальном инструменте, узнала наш корреспондент Светлана Балеева. Кружок игры на хомусе работает уже полгода. Занятия посещают дети с 9 до 14 лет. Немало детей осталось с прошлого года, есть и новички. С теми, кто занимается не первый год, Олеся Дмитриевна ведет работу над дыханием, над правильным владением игры на хомусе. Также учит изображать звуки птиц и животных. Несмотря на простоту внешнего вида, хомус музыкально богат, широк и глубок по диапазону звучания. Когда его держат в ладони, прикасаются им к губам, когда он оживает от дыхания играющего на нем, то создается особо проникновенная музыка, раскрывающая внутренний мир человека. Отличие хомуса от других музыкальных инструментов в том, что только совместно с человеком, оживляясь его дыханием, только в совместном переживании он поет, звучит, волнуя душу. По словам преподавателя Олеси Старостиной, ребятам сложно только в первые занятия. Когда они еще не знают, как правильно держать хомус, правильно дышать, ими овладевает паника. Но со временем появляется оптимизм, и каждый из них осваивает игру на этом замечательном якутском инструменте. Игра на хомусе – это не только хобби, но и развитие правильного дыхания. Это можно считать как вид спорта. Можно развить свое дыхание, пресс. В студии занимается около 20 человек. Получается младшая группа и детская средняя группа. Помимо этого занимается молодежь и женщины. Долбар-хотун. Получается, из них некоторые раньше тоже играли, а некоторые только-только вот научились играть. Занятия проходят по 2 часа 2 раза в неделю. Ребята с удовольствием посещают кружок и занимаются изучением основ игры на хомусе. И уже имеют опыт выступления на городских и районных мероприятиях. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.